Ассаламу алейкум, Махват. Добрый вечер, дорогие друзья. Пока никого нет в эфире. Вот вышел в эфир. Пока просто так. У меня пока никого в эфире нет, люди-то смотреть будут. У меня вопрос один. Да, Рам Грозный первый появился. У меня вопрос один. В буквальном смысле посыпались, я бы сказал, обращения от разных людей. Я буду говорить пока на русском, как бы общие вопросы. И много разных людей смотрят, не только чеченцы. Посыпались разные вопросы, обращения именно по поиску родственников. Мне Ахмад, наш друг, коллега, сейчас пересылает сообщение, которое ему приходит в WhatsApp, говорит, что мы уже в «Жди меня» превращаемся. Ну, соответственно, в любом случае мы будем стараться выкладывать, будем стараться реагировать на все. Украина на связи. Ва алейкум ассалам, масарга, ассалам дельчар. Будем стараться все выкладывать, реагировать на все, будем стараться. Так, будем надеяться, что, может, если не сразу, то со временем, что как можно большее количество людей удастся найти. Не потому, что там мы что-то выложили, не потому, что мы такие, а вот при вашей помощи, при помощи подписчиков, при помощи людей, которые будут эти фотографии, эти видео смотреть, сами искать, пересылать. Вот с вашей помощью будем надеяться, что удастся находить людей. Это будет, конечно, хорошо. Но у меня одна просьба. Просьба у меня вообще будет несколько. Но вот одна просьба очень важная. Нам скидывают одну-две фотографии, как правило, да, ну, одну-две фотографии скидывают, и скидывают буквально там пару строчек, там такой-то, такой-то вышел из дома тогда-то, там с тех пор не можем найти. Такой информации мало. Если вы присылаете какую-то информацию, просите разместить на канале, учитывая, что у нас и так много работы, огромная просьба, даже в каком-то смысле условие к вам. Если присылаете такую просьбу, пожалуйста, возьмите кого-то, если вы можете сами это четко написать, пишите сами, не можете сами, кого-то из родственников, близких попросите, чтобы нормально, как бы шаг за шагом написали нам на русском языке, напишите небольшой текст, который я мог бы просто зачитать. Я зачитаю текст, добавлю фотографии, из этого выйдет видео, мы это разместим. А если нам скидывают, допустим, одну или две фотографии, пишут там фамилия, имя, там вышел из дома тогда-то и не нашелся. А этого мало для того, чтобы мы здесь видео выкладывали. Во-первых, фотографий желательно побольше. Почему? Потому что в разное время бывают фотографии. На разных фотографиях люди выходят по-разному. Кого-то можно узнать, кого-то уже узнать трудно бывает. Поэтому желательно несколько фотографий. Если есть видео, то видео тоже присылайте. И обязательно хорошо, четко написанный текст присылайте, пожалуйста, который я мог бы просто-напросто зачитать, и нам это сэкономит время, сэкономит силы, как бы все сэкономит. Нам легче будет это видео сделать, Цундел. Вот такая просьба к вам. Если присылаете. И, соответственно, если мы выставляем видео о том, что кто-то пропал, кто-то кого-то ищет, пожалуйста, помогайте нам распространять это видео. Чем больше вы это видео разместите, Аль-Хая, Валид, Аль-Валид, Дейресхул, Аль-Валид, Дейресхул, Массан, Соват, не надо меня
йо-йо, не надо меня хвалить, не надо меня там благодарить. Нас много. Я что-то делаю, ребята наши с проекта что-то делают, вы что-то делаете. Вон более чем в 50 регионах России представители главы Чеченской Республики. Мы им посылаем информацию, они делают то, что могут. Помимо этого, у нас в очень многих регионах люди, которые сами написали и сами вышли на связь, очень много, больше 100, я их не считал в последнее время, но где-то больше 120 человек, по-моему, точно есть, которые прислали свои данные, сказали, если в этом регионе или в этом городе там кому-то из наших нужна будет помощь, пожалуйста, пришли, сообщи мне первым, чтобы я мог поехать помочь. И это совершенно незнакомые люди для нас. Так, Рам Грозный пишет, Иса и видео Даях Кариах. Рам Грозный, что это за видео? Милна Гютеи. Объясни, пожалуйста. Так, Казахстане, Авекрур, Варихун, Иса. Ну, по крайней мере, мы ищем. По крайней мере, ищем. Посмотрим. Мы все вот так вот. Мы не официальная какая-то служба поисковая. Мы просто группа людей, которые просто объединились, которые в свободное от основной работы время вот этим занимаются. Поэтому вот так вот. То есть мы не такие, как бы, мы неофициальные, не такие серьезные. Мы делаем так по мере возможности то, что можем. Как я уже говорил, даже обращения ваши, которые приходят, ребята-то их мне пересылают, они свою часть отрабатывают, а я не успеваю. У меня работы много, я не успеваю. Я успеваю обрабатывать там 20-30% сообщений. С тех пор, как раньше вот был Апти, был Апти Садыков, Ахмад Бацаев, вот один звонки принимал, другой сообщения принимал, а я дальше ничего не успевал делать. После того, как Салман к нам еще добавился, у нас уже дела значительно лучше пошли. Салман много чего делает, что я не успеваю. То есть, что-то стараемся делать, но, как сказать, все равно мы... Это как общественный проект, это наше хобби. Это наше хобби. Вот такие вот дела. Но при этом есть большой проект, который независимо от того, Харлил, да, там, занимаемся мы этим или нет, есть большой проект. Вот я говорю конкретно о целом коллективе представителей главы Чеченской Республики в регионах России. Там есть очень большая, серьезная организация, которые над этим работают. Они очень многое делают, просто они обо всем не рассказывают. А я рассказываю здесь о том маленьком нашем проекте. Вот такие дела. Салам из Твери. Да, Тверь. Так. Кстати, есть у меня одна идея. Я, наверное, потом видео сделаю по этому поводу. Знаете, какая ситуация? Вот смотрите, объяснить это, если люди непосредственно этим не занимаются, мне будет довольно трудно объяснить этим людям. В Ютубе, допустим, Ютуб-канал как развивается. Видео в Ютубе как бы продвигает сам робот, который работает там по алгоритмам. Допустим, для того, чтобы этот робот Ютуба, скажем так, продвигал какое-то конкретное видео или конкретный канал, допустим, возьмем в данном случае видео. У этого видео должны быть свои какие-то параметры минимальные. У него должны быть
длина видео, допустим, должна быть там, ну, на данный момент, насколько я знаю, я не такой специалист, насколько я знаю, длина видео, допустим, должна быть не менее 8 минут, 8 или даже чуть больше минут. Сразу скажу, если у меня-то видео короткие, информационные, как правило, бывают. Если, допустим, мне надо было озвучить какую-то информацию, там 2, 3, 4 минуты, вот я ее озвучил, сказал, и так я долго и нудно рассказываю, мы с вами это хорошо знаем, но тем не менее, если я это буду растягивать там до 8 минут, до 9 минут, то это совсем неинтересно будет, вы меня даже слушать не будете. Чтобы робот Ютуба продвигал данное видео, оно должно быть хотя бы 8 минут и далее. У него должен быть свой какой-то формат. У него должны быть какие-то другие свои фишки для того, чтобы робот их продвигал. И вот такая вещь. Так, я попутно стараюсь еще читать, поэтому задерживаюсь. А у нас видео короткие. 2-3 минуты, 4 минуты. И я не заморачиваюсь, чтобы делать там красочные видео. У меня и времени на это нет. Я вот по ходу их просто то в машине еду, то где-то сижу, делаю так спокойно. Здесь же я все свои видео монтирую в телефоне прямо. Скачал себе программу, там, любое видео монтирую буквально там за несколько минут, выкладываю. И поэтому мои видео робот Ютуба он не продвигает. Поэтому на некоторых, допустим, видео бывает там 1000 просмотров, там 1200 просмотров, а некоторые бывает там поднимаются там до 10, 15, может быть даже 20 тысяч какие-то доходят. Вот. Если бы, допустим, мы работали для того, чтобы чисто делать хорошие, красивые видео там на какие-то темы, мы снимали бы, там, красивые какие-то картинки делали, красивые виды делали бы, продвигали бы, и робот Ютуба, алгоритмы Ютуба эти видео сами продвигали бы, если бы мы просто делали красивые видео на разные темы. У нас совсем другая как бы тематика. И это я зачем все рассказываю? Рассказываю за тем, чтобы объяснить, что алгоритмы Ютуба, робот Ютуба, скажем так, наши видео с канала Даймок Онлайн не продвигает. Им это не интересно. Мы не подпадаем под их критерии. И для того, чтобы нам развиваться как каналу, нам нужна ваша помощь. В данном случае вот конкретное такое как бы предложение, такой проект я придумал, акцию. Зайди на канал, там уже дошло, он считает, так. Предлагаю такую акцию. У нас, допустим, 53 тысячи подписчиков. Из 53 тысяч подписчиков, допустим, я последнее видео сегодня выложил, это видео посмотрели чуть больше 2000 человек. Предыдущие видео посмотрели там, 16, по-моему, тысяч человек. До этого видео посмотрели 1200 человек, то есть мало людей посмотрели. Хотя бы если было бы больше подписчиков, возможно, больше людей смотрели бы видео. Поэтому такая идея и к вам просьба. Если вы как бы считаете, что канал полезный, если вы поддерживаете канал, то я потом сделаю под это отдельное видео. У меня просьба будет к подписчикам. Просьба каждому подписчику. Вы же мне часто пишете, чем тебе помочь, чем тебе помочь. Давайте вот так вот тогда. Так. Если хотите помочь, давайте тогда такую акцию объявим. Каждый подписчик канала Даймок Онлайн в месяц добавляет там, кому-то предлагает, в общем, месяц добавляет нам одного подписчика. Одного подписчика в месяц. Стоит 12 подписчиков в год. Это значит что? Это значит
что человек, который находится у нас в подписчиках, который хочет помочь развитию канала, у вас же вон в телефоне у каждого сотни человек, и за 1 месяц вы одного человека из своего списка как бы сагитируете на то, чтобы он подписался на наш канал. 1 человек в месяц, 12 человек в год. По-моему, очень легко это будет сделать. Если вы вот хотя бы, если вы будете подписывать по 10 человек в месяц, конечно, это будет гораздо лучше, но одного человека, допустим, акция будет от одного человека. Вот такие дела. Я вот что-то рассказываю, Адлан Акуев, какие-то там женщины что-то говорят, сонах наказывать тебя шлил швац, сонах чихва шлил швац, сон цагашун. Я могу призывать, я могу объяснять, что делать, но сонах лети, анах чихва са эту батшун. Программа Биго. Матерятся, общаются русскими. Делда иш ашбол шей церчер соцу безеркуш. Аса соцу биш бацер шей церчер соцу безеркуш. Церниш барцер хаус биш биш. Сум ца ну диду. Дал иман лойл церна, война массерна. О, Борис Борзаев в эфире, я бы сначала на него посмотрел. Я бы его посмотрел. Вот такие вот дела. Поэтому давайте добавляйте одного, резюмируя все вышесказанное. Если вы присылаете нам информацию о том, что у вас человек пропал, Адлан Агуев. Вот. Это отписки осудие. Осудие. Отписка. Угаде. А отписки осудадиез отчухойшан голцу нахсиду сумшдуч ашдудриш абуба осудадиез цен. Сагубях будешь иштхалар. Хорам шеше чуавик соцовеск сам это батюш массу сецу шлил дуй. Ой, масса да что и. Так, тут разные люди, разные вещи пишут. Так, вот такие вот дела. Так что, если вы присылаете информацию о каком-то своем родственнике, который пропал, пожалуйста, присылайте несколько разных фотографий, потому что в разное время на разных фотографиях люди выходят по-разному. Поэтому чем больше фотографий получается, тем лучше. Так, ассаламу алейкум, Иса, видел ли ты каналы Чечен Войс и Лала? До чего они дошли в стравливании нашего народа? Сколько людей обмануты ими из числа наших братьев и дошло до презрения друг к другу? Я так или иначе, специально не смотрел эти каналы, но я так или иначе видел, сталкивался с этими каналами. Я скажу, Иса, дай салам Сайфуле, твой подписчик и смотрит тебя. Сайфулла, ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум, Сайфулла, ассаламу алейкум, Массарга. Элементарно, цахунду. И питандеш, ашбол, люди, вот, которые вот так вот стравливают, на мой взгляд, на самом деле ни к чеченскому народу, ни к ингушскому народу не имеют никакого отношения. Никакого отношения не имеют ни к чеченскому, ни к ингушскому народу.
люди, которые вот так вот стравливают. Есть целые технологии, Салу Маршал, Хилл, Австрия. Есть целые технологии, которые позволяют стравливать жителей близлежащих населенных пунктов, близлежащих целых регионов, жителей там или представителей разных религиозных там направлений, разных религий. Это огромная работа, которая вводится. Очень многим людям, начиная от очень сильных каких-то организаций, заканчивая какими-то, скажем так, просто недоброжелателями, выгодно и желательно для того, чтобы, допустим, нохчей галгай, для того, чтобы друг с другом ссорились. Ничего из того, что вот эти плохие люди пишут, ничего из этого ни чеченцам не нужно, ни ингушам не нужно. Просто-напросто талевы нахбу очухойшин и хумши азяш травливать, дяш разный канал, щеш, кедек, шехик бокшбу. Специально лило, что и целый буабуцут, и у них, к сожалению, на какую-то часть аудитории это получается у них. Задача нормальных людей объяснять людям, чтобы они не поддавались на эти провокации. Тенсун цацер шохш, и фамилии шохш, и шадек, дица, целя. Просто-напросто цаундук. Разделяй и властвуй. И эч кит декардукшу, кидадек мадиц тишсуек. Разделяй и властвуй. Остеададеллах. Векома энергетикю. И энергетик чою энергетик. Постоянно цена, дагячую энергетик. У меня батарея сейчас садится, надо отключаться. Постоянная энергия цена, дагячую, просто так алушдать. Шадыг, самый ахты гуду. Вы и энергии просто-напросто против себя ярзичани, чтобы мы не проецировали энергию за пределы, а сами уничтожали себя вот этой своей энергией. И думаем, что элементарный таболнах буйуснах кит хари просто-напросто гоуши питандак шевы шаюл энергию внутрь йогит шевы гоуши халык дайти гоуши дойни дахи и думаем, шадыга остеахтет там бог бубеш цадиммал цахум хульша цамутны цахум долшаха появляются YouTube каналы, которые начинают от имени чеченцев, от имени других писать разные, вещи, именно питнигумш. Специально канал, разный, нахбу, тундел, алейле, дуквабуй, халумдуй, чо халумдуй, и маледай тиша шайнах. Малевдает, есть шаш, да елдыш малевдает. Так, у меня батарея садится. Адам Хатуев, Астаду Линцанг подписаться. У меня батарея садится, я отключаюсь. Дейлрес Хушум. Цатоштек Элля Кентирдол. Юга связи долш, эфире долш, ундир дуэй. Адик ёл, хайгли хилиш, уэлияш хилиш, шашли мадайтиш, оши стравливать мадайтиш. Иштум штук. Адик ёл, шубюсте галю. Салам дечаг, массаг, ва алейкум ассалам. Аица.